Сегодня годовщина народной революции 24 марта 2005 года. Накануне в 7 вечера в Кыргызстан прибыл поезд Ташкент-Бишкек-Балыкчы. В Бишкеке проходит отборочный тур межрегионального конкурса «Я кыргызстанец и этим горжусь». Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Джакубеков. Здравствуйте. Сегодня годовщина народной революции 24 марта 2005 года. В связи с этим президент Сооронбай Жээнбеков принял обращение. В тексте обращения главы государства говорится: Уважаемые соотечественники, события 24 марта 2005 года занимают особое место в новейшей истории суверенного Кыргызстана. В этот день народ Кыргызстана восстал против несправедливости, беззакония и семейно-кланового правления. Свободолюбивый народ Кыргызстана еще раз проявил свою непоколебимую волю, решимость и доказал, что независимость государства и справедливость являются для него наивысшими ценностями. К сожалению, надежда людей на честное и справедливое правление не была оправдана. Народная революция не достигла своей цели, интересы народа были преданы. Пришедшая новая власть установила еще более суровый семейный режим, чем прежде начала разграбление страны. Несогласных запугивали, устраивали гонения, а непокорных даже убивали. Мартовская революция показала, что высокие цели народа должны быть хорошо защищены. Уважаемые кыргызстанцы, мы должны помнить первую мартовскую народную революцию, одну из самых ярких страниц в новейшей истории Кыргызстана. Мы обязаны извлечь уроки из аксайских событий 2002 года и народной революции 2005 года. Благодаря крепкой воле народа и апрельской революции нам представился второй исторический шанс. Мы ответственны за то, чтобы построить справедливое и правовое, свободное и развитое государство, о котором мечтали наши предки и соотечественники, отдавшие свою жизнь ради будущего Родины. Власть сильна только тогда, когда опирается на поддержку народа. Уроки мартовской народной революции вдохновляют нас на высокие цели, всегда будут служить напоминанием, чтобы мы не сбились с верного пути развития. Накануне в 7 вечера в Кыргызстан прибыл поезд Ташкент-Балыкчы-Бишкек. Гостей из Узбекистана встретила делегация государственного предприятия «Кыргыз-Темиржолу» во главе с директором Азаматом Нугойбаевым. Прибывшую из соседней республики делегацию возглавил заместитель директора предприятия «Узбек-Темиржолу» Равшан Икрамов. Всего приехали 77 человек, среди которых действующие железнодорожники соседней республики, ветераны предприятия «Узбек-Темиржолу» и пассажиры. В составе поезда 7 купейных, 3 плацкартных вагона и вагон-ресторан. Пассажирский поезд Ташкент-Балыкчы будет курсировать раз в неделю. Отправляться он будет из Ташкента по субботам. Единственная остановка на пути в Балыкчы будет в Бишкеке. Поезд рассчитан на 300 пассажиров. Если будет необходимость, то узбекская сторона увеличит количество пассажирских мест до 500. В последний раз такой рейс был осуществлен в 2015 году. Спорный участок, бесконечная беготня по инстанциям и нежелание некоторых лиц жить по закону. С этим пришлось столкнуться жительнице Карасуйского района. Неожиданно в 2013 году на земельный надел, оформленный на супруга и сына, в сельском округе Толойко нашелся еще один хозяин. С тех пор в семье нет покоя, и таких историй только в этом селе десятки. В некоторых из них пыталась разобраться Наргиза Джуробекова. Вот уже 5 лет Лайля Айтматова и члены ее семьи в поисках справедливости. На земельные участки, выделенные ее мужу и одному из сыновей в 2006 году, через 3 года нашлись другие хозяева. И буквально за несколько месяцев успели построить дом. Когда мы начали строить для сына на участке супруга, совсем чужие люди тоже начали строительство, объяснив это тем, что являются хозяевами этой земли, хотя землю нам выдали в 2006 году, а у них она оформлена в 2009. С жалобами мы обратились в сельский округ, там нам заявили: со всеми жалобами обращайтесь в суд. За это время оба сына обзавелись своими семьями. Сейчас в одном дачном доме вынужденно ютятся 3 семьи из 9 человек. Наличие всех необходимых документов, в том числе государственного акта, не стало поводом для возврата участка. Жалобу семьи Айтматовых районный и даже областной суды не удовлетворили. Куда только не обращались, и к главе сельского округа, и в прокуратуру, суды всех инстанций. Столько денег ушло, которых и без того не хватает. Все нас просто игнорируют. Осталось только ехать в Бишкек и обращаться лично к главе государства.
Тем временем второй владелец земельного участка Сафура Нурдинова утверждает, земля оформлена ими на законных основаниях. Государственный акт им выдан тем же органом 18 июля 2013 на основании постановления Толиконской сельской управы от 5 декабря 2008 года под номером 188/1. Прежде чем начать строительство, я собрала комиссию. Здесь были представители сельской управы, архитектуры, госрегистра. Я поставила условия, пока все не решится, заморозить строительство, и только после того, как вышло судебное решение в мою пользу, продолжила его. При сверке базы данных в Госрегистре факт принадлежности участка родным Лайле Айтматовой подтвердили. 2 акта на отца и сына Айтматовых выдано 9 декабря 2013 года. Однако позже в телефонном разговоре ими также был подтвержден факт выдачи акта на имя второго владельца. В сложившейся ситуации обещали разобраться. На один и тот же участок выдача 2 актов невозможна, потому что перед тем, как выдать документ, наши специалисты готовят все необходимые бумаги. На их основании и выдается документ на владение землей. Признает это и специалист по земельным вопросам Толиконской сельской управы. По его мнению, имеет место быть грубая ошибка или подлог со стороны сельской управы при выдаче постановлений, либо со стороны Госрегистра. Я считаю, постановление от 2006 года за номером 97 на имя Айтматовых, Суюнбека и его сына Улана является подлинным, а второе постановление, вышедшее 2 годами позже, недействительное. И таких нарушений только в сельском округе десятки. Глава сельской управы Алмаз Абдукеримов брать на себя ответственность за происходящее не торопится, ссылаясь на то, что занял пост главы позже. И при нем такие факты не могут иметь места. Все вопросы касаемо земельных споров были до моего прихода. Я бы такого не позволил, а если даже и произойдет, то проблему решил бы на месте. Хотя уже в годы его правления лишился участка и житель села Толикон Санам Заиров. Угрозы были основной причиной, по которой мужчина был вынужден отказаться от 2,5 соток, за которые по сей день платит аренду. Несмотря на то, что у меня есть все необходимые документы, эту землю отдали другим людям по поддельным документам. Они ее огородили и посадили деревья. С того момента, как я отказал, мне постоянно угрожают, а налоги я плачу по сегодняшний день. Не знаю, что делать и как быть дальше. А пока местные власти, государственные и судебные органы годами не могут разобраться и прийти к единому законному мнению, страдают обычные сельчане, многие из которых ждали этой земли, чтобы хоть как-то обустроить и без того тяжелый быт. Наргиза Чурабекова, Акжулай Башев, Общественный первый канал, Ошская область. В Бишкеке проходит отборочный тур межрегионального конкурса «Я кыргызстанец и этим горжусь». Ранее талантливые вокалисты и танцоры со всех областей республики уже участвовали в отборочных турах и у себя в регионе. Теперь дело за столицей, рассказывает Елена Ткаченко. Номер для участия в городском отборочном туре межрегионального конкурса «Я кыргызстанец и этим горжусь» 11-летняя Джанат готовила долго. Выбирала костюм, музыку, репетировала движение. И оно того стоило. Танец впечатлил и зрителей, и жюри. Меня зовут Уламбек Джанат, мне 11 лет. Я 5 класс, пришла с 10 школы и хочу победить в финале. Большим трудом готовилась, каждый день ходила на репетиции, чтобы показать себя, что я умею. Отборочные туры начались в Исфане, а затем прошли в каждом регионе республики. Жюри посмотрело выступления более 500 участников 3 возрастных категорий – от 7 до 11 лет, от 12 до 14 и от 15 до 17 лет. В Бишкеке выступило около 70 талантливейших детей. Я кыргызстанец, и этим я горжусь. Это конкурс, это межрегиональный конкурс исполнения песен о родине, о матери, о любви к своей родине, о школе, об учебе, ну, все, что касается детского репертуара. Также это конкурс сольных исполнителей национального танца. То есть не только кыргызского танца, но и всех национальностей, населяющих сегодня в Кыргызстане. Конкурс «Я кыргызстанец и этим горжусь» проводится 3-й год. Финал пройдет в Бишкеке 18-19 мая. Главный приз – участие в международном конкурсе, который пройдет летом на Иссык-Куле. Елена Ткаченко, Нуркамиль Асанов, Тимур Садыгалиев, Общественный первый канал.
И к этому часу у нас пока все. Оставайтесь на Общественном Первом.